Финалист «Голоса» спел с Джаредом Лето на концерте в Москве. На столичном концерте рок-группы 30 Seconds to Mars актеру подпевал Александр Бон, а ведущим стал, кто бы вы думали, Иван Ургант. Корпорация Microsoft представила новый пакет офисных приложений Office 2016 для Windows. К тому же была выпущена специальная бизнес-версия приложения Skype. В США создан огнемет для использования в домашних условиях. Ожидается, что с его помощью можно будет расчистить снег, сжигать сорняки и убивать вредных насекомых. 30 нижегородских туроператоров смогут предложить своим клиентам тур выходного дня в Казань. Добираться до столицы Татарстана граждане будут на специальном туристическом поезде. Путешествие включает в себя ночной переезд в Казань, экскурсионный день и ночное возвращение домой. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подписала указания о новых тарифах ОСАГО. В среднем они вырастут на 40%. Кроме того, будут увеличены территориальные надбавки к цене полиса. Роскосмос планирует с 2018 года основательно заняться космическим туризмом, чтобы компенсировать потерю контракта с НАСА на доставку астронавтов к Международной космической станции, пишет газета «Известия». Команда КВН из Набережных Челнов сборная Татарской лиги смогла пробиться в четвертьфинал телевизионной международной лиги КВН, которая прошла в Минске. Поздравляем, ребят! А в Казани на проспекте Ибрагимова установили пандус, который упирается в соседнее крыльцо и мусорную урну. Может быть, так по фэншую? Насколько хорошо студенты Казанского федерального разбираются в событиях Великой Отечественной войны, о викторине «Берлинская операция» и о других важных и интересных новостях расскажем в 18:00 на «Универ Смотри».